День студента отмечается в России с 1755 года. Со временем этот день для студентов стал не просто праздником, а приобрел и традиции. Например, если после 25 января был зачет, то можно было позвать халяву, и она обязательно должна прийти. Да, было как-то на билеты. Когда писали билеты, под подушку ложили и ночь на них спали. Было. А еще пятачок под пятку. Я в приметы не верю. Я всегда честно готовила, как в наши советские времена. У нас были билеты и вопросы. Мы готовили, сдавали экзамены честно, без шпаргалок. Ну, может, где-нибудь со шпаргалкой. Когда учишь, жуешь жвачку одного вкуса, и когда на экзамен тоже одного вкуса жвачку жуешь, ну, тогда, может, не знаю, как-то лучше воспоминания, там, не знаю, ассоциация. Знания приходят. Да, знания. Ну да, верилось там, что там пятак положить под этот самый, под пятку там, ну обязательно 5 копеек раньше было, пятак положить там, потом там пальцы скрещивали там, ну там, да, такие вот мелочи были у нас, естественно, и в то время, и сейчас, конечно, я знаю, что вот это соблюдается. Соблюдается у студентов и чествование Татьян 25 января. Многим знаком образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». А как представляют соликамцы девушек с именем Татьяна? Я думаю, как бы выглядело это должно быть симпатичная, умная, интеллектуальная, достаточно образована, с высокой самооценкой, ну и душа компании. Настоящая Татьяна. Ну, Татьяна все добрые, насколько знаю. Сколько Татьян знаю, добрая, умная, красивая. Сегодня Татьянин день? Да ладно. Тетку поздравляю, значит. Татьяна. Ну, я не думаю, что у нее должны быть особые приметы. Какие-нибудь простые. Обычная девушка, красивая русская Татьяна, с длинными волосами, с широкой улыбкой и светлыми глазами. Стоит отметить, что с 2015 года в Соликамске было зарегистрировано всего 10 девочек с именем Татьяна. Но, может, скоро все изменится. А пока поздравляем студентов и Татьян с праздником.